Сегодня в сокровищнице Республики Саха-Якутия проходит персональная выставка Александра Манджурьева «Олонхо. Путь в страну солнца», где представлены более 30 его работ. Название, например, моей выставки «Путь в страну солнца», да? У меня есть одна работа бронзовая «Путь в страну солнца». Вот, Зинаида Ивановна Иванова-Унарова, которая у меня искусствовед, она изучает мое творчество, которое меня продвинуло в мир искусства. Вот она сказала, я сначала запутался насчет названия выставки. Она сказала, смотри название своих работ. И вот я нашел, оказывается, «Путь в страну солнца», вот эта выставка. Тут сюжеты из Олонхо, из легенд, фольклор якутский, вот это все. Где-то 30 работ, бронзовые работы, серебряные работы из серебра, комбинированные работы, дерево, серебро, кость. Вот. Из золота ювелирные изделия есть. Идеи приходят по-разному. Иногда работы, например, какую-то работу иногда делаю очень долго, иногда очень быстро. Ну, долго это где-то, может быть, даже лет 5, может быть так. Ага. Сначала делаю, конечно, рисунок, а потом пластилин, пластик, лепка. Вот. И по ходу меняю. А потом уже, если что-то получается, уже начинаю над ней уже работать. Его работа интересна тем, что он в своих работах использует образы из Олонхо. Каждое произведение, изделие является самого рода произведением. Здесь можно на любом экспонате можно очень хорошо рассказывать о быте, о культуре народа Саха. Например, вот изделие невеста. Сейчас многие удивляются, смотря что у него лицо закрыто. Раньше вот так и ходили якутские девушки. Как девочка родилась, вот родители всегда начали собирать приданое. И вот невеста сидит, уже ждет своего суженого. Во многих работах можно, конечно, очень много рассказать. И особенно это молодежи хорошо будет рассказывать, они будут ознакомиться с культурой и так далее. Если раньше он тоже отталкивался от мифологических представлений, то здесь он уже обратился к Олонхо. И самая главная особенность художника Александра Манджурьева в том, что он не просто обычно мастер декоративно-прикладного искусства, да, а он действительно очень художественно относится к персонажам Олонхо и создает такие очень оригинальные образы. Причем у него этот язык декоративного искусства, он особый, он же имеет свою пластику, да, и отталкивается он фактически от простых вещей даже. Он это превращает в какие-то абстрактные вещи, да, которые, во-первых, узнаваемы, а с другой стороны, действительно, они создают образ, какой-то невидимого шаманского мира, да, может быть, каких-то параллельных миров и так далее. То есть человек очень свободный. Александра мы знаем давно, он мой земляк. Первые его работы он сделал по нашим заказам. Это серьги из золота, образец изделий из археологических раскопок. Герману мы заказали кольцо из золота, с тех пор его хорошо знаем. На выставке увидели работы очень содержательные, глубоко философским смыслом. Желаем ему дальнейших успехов в работе.
Работа уникальна, своеобразна. В Якутии такие работы мы видим первый раз. Принял как новую волну, новое начало в искусстве. Я считаю, что каждая вещь имеет свою энергетику. В нынешнем современном мире очень много глянца, очень много каких-то вещей, которые вообще не имеют никакой энергетики. И вот выставка Манджурьева, она показывает, что действительно каждая вещь имеет какую-то энергетику. Наверное, человек должен всегда стремиться что-то посмотреть, что-то увидеть, вдохновиться. И душевная его часть, духовная часть должна развиваться. Посещая такие выставки, мы развиваемся. Потому что вот чувствуем, что творит автор, художник, литературовед, скажем, они все творческие люди. Вот его творческая мысль выражена в этих образах искусства. Это образы, это искусство и это творчество действительно. Оно уникальное, потому что других таких нету. Поэтому я думаю, что каждый человек, который любит живопись, искусство, творение, даже стихи, должен посещать такие выставки, чтобы вдохновиться на большие, скажем, творческие порывы. В следующем году будет выставка моя персональная в Музее Востока. Вот я и решил свои работы собрать с Национального художественного музея, сокровищницы, ну и из моей личной коллекции, собрать вместе и посмотреть. Ага. Ну и услышать мнение искусствоведов, ага, обычных людей, скажем. Ага. Вот. Это самое главное, наверное, вот цель выставки, каким идем путем.